5 декабря Мажилис Казахстана ратифицировал соглашение между властями Китая и Аккордой. Согласно соглашению, бизнес с участием китайского капитала будет полностью освобожден от казахстанских налогов. Чтобы понять всю предательскую сущность этого соглашения, для начала давайте разберемся в фактах. В настоящее время около половины казахстанской нефти и газа принадлежат китайским компаниям. Такие компании, как Актубе Мунайгаз, Мангыстау Мунайгаз и многие другие месторождения находятся под полным контролем Китая. Кроме того, Китай имеет доли в тех компаниях, которые формально считаются казахстанскими. Там у них нет контрольного пакета, но есть значительное долевое участие. Кроме того, по соглашению между Назарбаевым и руководством КНДР в Казахстане были открыты более 1200 китайских предприятий, на которых легально и нелегально работают десятки тысяч граждан Китая. В чем же причина такой избирательности Нурсултана Назарбаева по отношению к китайцам? Почему граждане Казахстана обязаны платить налоги, а граждане Китая нет? И почему в таком случае не освободили от налогов американские, английские или канадские компании? Причина такой избирательности проста и незатейлива. Нурсултан Назарбаев набрал у Китая кредитов на десятки миллиардов долларов и теперь не может рассчитаться. Рассчитываться нечем, все, что можно было продать, он уже продал тем же китайцам, иностранным миллиардерам, и оформил на своих родственников. Остается только сама земля, сама территория Казахстана. Сразу и открыто продать землю Назарбаев не может, поэтому продает ее по частям, огромными кусками, постепенно. Представьте себе, о каких суммах идет речь, если только в октябре этого года Государственный банк развития Китая вложил в 32 казахстанских проекта более 20 миллиардов долларов. А ведь таких проектов за последние годы было реализовано более 1200. И это только по официальным данным. Учитывая, что контролирующие надзорные органы Казахстана полностью коррумпированы, а Аккорде, чтобы не будоражить народ, невыгодно показывать реальные цифры. Можно считать, что цифра в 1200 китайских предприятий сильно занижена. Сколько их на самом деле, точно не знают даже в Аккорде. Учитывая склонность властей лгать и фальсифицировать, можно предположить, что китайских предприятий на территории Казахстана не 1200, а значительно больше. Больше как минимум в 2 или 3 раза. Дважды в 2010 и 2016 годах Нурсултан Назарбаев пытался открыто продать нашу землю. Чем это закончилось, все знают. Возмущенный народ тысячами вышел на улицы и заставил диктатора отказаться от своей затеи. Но Назарбаев не отступил и не передумал. Он просто решил действовать более скрыто. Сначала он посадил в тюрьмы лидеров протеста, остальных взял под контроль. Кого еще не взяли, пытаются взять под контроль с помощью регистрации телефонов. И все это ради китайцев и собственного благополучия. Назарбаева не остановило даже то, что в самом Китае казахов тысячами сажают в тюрьмы и трудовые лагеря перевоспитания, пытают и убивают. Вместо нот протеста и возмущения действиями китайских властей Назарбаев идет на дальнейшие уступки, дает им еще больше возможностей для проникновения на территорию Казахстана. Похоже, что Нурсултан Назарбаев не смеет возразить своим китайским хозяевам, не смеет сказать им «нет», да и не пытается. Зачем ему возражать тем, кто дает ему миллиарды долларов? Зачем возражать тем, кто уничтожает казахов в Китае? Казахи, граждане Казахстана, для Назарбаева люди второго сорта, на первом месте для него китайцы. Теперь он это доказал официально и открыто. На своей земле граждане Казахстана будут платить налоги, а вот пришлые хозяева китайцы от налогов освобождаются. Это самая настоящая дискриминация всех граждан Казахстана. Вместо того, чтобы облегчать гражданам налоговое бремя, выделять пособия и увеличивать заработные платы, Назарбаев пошел по пути прямого предательства национальных интересов. Освободив китайские компании от налогов, он открыл двери для миллионов китайцев, которые теперь ринутся в Казахстан делать легкие деньги и осваивать территорию. А чтобы окончательно расположить к себе своих хозяев, Нурсултан Назарбаев недавно призвал изучать китайский язык. Кто после всего этого Нурсултан Назарбаев, как не нацпредатель, агент китайского влияния и коррумпированный диктатор?